Здравствуйте, школьники! Сегодня мы рассмотрим работу, посвященную изучению популяции очень редкого вида, который охраняется в масштабе Российской Федерации, это башмачок крапчатый. Его нашли чурапчинские школьники в Устной гимназии около села Мандагай. И это растение там около лагеря «Горизонт» находится, и они его комплексно изучили. Чувствуется, что их довольно много было исследователей, но докладывает Потапова Марьяна. И что она сделала? Она изучала биологию и экологию этого вида, сообщества, в которых они располагаются, растительные, и изучали так называемый возрастной состав, численность растений, уровень цветения, способность к размножению и оценку условий обитания, и разработали предложение, как же его сохранять, чтобы здесь это растение долго жило. Ну, в презентации самые разнообразные, рассказывается даже история, окружающая природная среда, где обитается. Ну, по ее сведениям, бассейн этого вида не включал бассейн реки Амга. И вот они обнаружили в Мандагае, это бассейн реки Амга, и дали ее характеристику. Ну, вообще, ареология архидных, она очень пока не изученный вопрос, и каждая новая точка, это всегда интересно. Ну, по определению надо, конечно, еще немножко проконсультироваться специалистов, потому что даже в презентации у нее разные названия растений, и, конечно, необходимо поделиться в видовом отношении. Что было сделано? Она выбрала небольшое число образцов. Башмачки растут отдельными группами, и, соответственно, конечно, она посчитала необходимым, чтобы измерять небольшое число особей, потому что они очень нежные, ранимые. Хотя, на самом деле, в любой популяции надо изучать не меньше 25 особей. Поэтому пожелание, чтобы было измерено 25 особей. Она определяла численность, пользовалась шкалой геоботанической, бальной, хотя в нашем случае можно было пользоваться и проективным покрытием, или даже измерять, это в принципе вполне возможно, на метр квадратный плотность. Вот она как раз сделала. Но 3 площадки, размер их какой-то интересный, 1257 квадратных сантиметров по диагонали участка на равном расстоянии друг от друга. Она сделала 3 площадки. Площадок для плотности желательно брать 5, и она на этих участках находит довольно большую плотность. То есть, вы смотрите, 27 растений, 29 на этой площади, чуть больше 1000 сантиметров квадратных, это не такая большая территория. Поэтому это говорит о том, что плотность там довольно неплохая, и по фотографии мы видим, да, на самом деле плотность довольно большая. Она изучила способность к семенному вегетативному размножению, она изучала длину плода, вес плода, то есть у нее было весы, которые определяют до сотых грамма, это достаточно хорошо для школы. Определяли цветение, насколько интенсивно развивается, и, в принципе, посмотрели и фенологическое состояние, и возрастное состояние. В принципе, работа в области популяционной ботаники выше среднего, но, конечно, есть более сильные работы. По возрастному спектру вполне можно научиться методике, как же его определяется. Есть специалисты у нас в Якутии, в частности, в Северо-Восточном федеральном университете имеются специалисты, Афанасьева Екатерина, и она как раз специализируется по архидным и очень хороший специалист всероссийского уровня. Поэтому в целом местонахождение найдено, и есть еще, наверное, минимально 1 полевой сезон и гимназии, в которых вполне можно данный участок изучить по научной методике, подключиться и сделать сравнительный анализ
различных видов популяций. Судя по внешнему виду, даже здесь несколько видов, не один, поэтому необходимо, конечно, выйти на ученых, и чтобы они помогли делать работу высокого уровня. До этого в истории Якутии были работы школьниц, особенно из Ленского района, где этот вид был изучен на очень хорошем уровне. Поэтому остается пожелать успеха, удачи в изучении популяции растений по научной методике более продвинутой, чем сейчас на данном случае. Но вообще в целом, я уже сказал, местонахождение даже таких редких видов – это большая удача, и необходимо продолжить эту работу в дальнейшем. Удачи, я желаю вам успеха в работе над этим видом. Если сейчас, может, Марьяна и не закончит, то в последующие годы ее последователи вполне могут прекрасно заниматься этим видом. Спасибо.